Национальная библиотека – культурный, научный и информационный центр Чувашской Республики. Главное государственное книгохранилище, площадка, которая объединяет людей разных поколений. Сегодня Национальная библиотека – это не только место, где можно взять книгу, но и найти единомышленников, товарищей по интересам. 25 января Национальная библиотека Чувашии открыла марафон юбилейных событий к 150-летию своего основания. Первым мероприятием стало открытие выставки «150 лет на службе науки и просвещения». Экспозиции позволили пролистать страницы истории библиотеки, узнать, с чего она начиналась, чьими стараниями сохранялась, развивалась и совершенствовалась. Дизайн выставки разработал и воплотил в жизнь художник и добрый друг Национальной библиотеки Олег Улангин. Он же является автором логотипа и брендбука к 150-летию. Основным событием юбилейного года стал межрегиональный культурный форум, целью которого является повышение эффективности библиотечной деятельности, сохранение и поддержка культурного и языкового разнообразия. Открытие форума прошло в Театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля. Хочу всем пожелать, прежде всего, здоровья, ну и, конечно же, благополучия. Благополучия в семьях, благополучия дома, благополучия, конечно же, на работе. Ну и, конечно же, желаю, чтобы не переставали мечтать. Потому что пока мы с вами мечтаем, пока мы с вами искренне желаем, значит, у нас есть возможность двигаться вперед, возможность планировать это продвижение. Ну а если эти составляющие будут, то, конечно же, будут изменения. В торжественной обстановке под аплодисменты зала коллектив Национальной библиотеки был награжден почетными грамотами Чувашской Республики и Совета Федерации. Эта библиотека и работники библиотеки, соответственно, всегда очень радуют. Каждый раз что-то новое. Никогда не стоите на месте. Открывайте какие-то новые проекты, новые идеи, творческие, очень интересные и перспективные создаете. Это не просто здорово, это очень важно, потому что роль библиотек, она фундаментальна. С видеопоздравлением в адрес коллектива библиотеки выступил президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев. Дорогие коллеги, дорогие друзья, от всей души поздравляю вас и всех нас с 150-летием Национальной библиотеки Республики Чувашия. Специалисты Национальной библиотеки Мария Шубникова, Янина Горская, Полина Семенова, а также работник Чувашской республиканской детской и юношеской библиотеки Наталья Громова получили почетное звание «Заслуженный работник культуры». Внимание удостоились и ветераны библиотечного дела. В знак искреннего уважения им преподнесли букеты цветов. Я бы желала библиотечным работникам всем переходить на новые условия труда, чтобы была польза большая для библиотечных пользователей, чтобы вот семейное чтение развивалось хорошо, чтобы библиотечные работники были веселые, жизнерадостные, а для этого им, конечно, нужна зарплата хорошая. Форум «Библиотека в пространстве межкультурной коммуникации» начал свою работу 22 июня. Важнейшим мероприятием форума стало подписание соглашений о сотрудничестве между Национальной библиотекой Чувашии, Государственной публичной научно-технической библиотекой России, Национальной библиотечной ассоциацией «Библиотеки будущего», а также региональной информационно-библиотечной системой города Севастополя. Среди основных направлений сотрудничества – удаленный доступ к электронным ресурсам научно-технической библиотеки России. Соглашение с Севастополем предусматривает совместное проведение мероприятий, оказание информационных услуг, осуществление издательских проектов, пополнение библиотечных фондов, развитие дистанционных форм обучения и телекоммуникационной инфраструктуры. Совместные усилия чувашских и севастопольских коллег будут направлены на просвещение и дополнительное образование граждан.
Подписание соглашений расширит информационные горизонты библиотек, позволит глубже познакомиться с историей и национальными традициями регионов. В секции «Библиотека и формирование ценностей поликультурного общества в молодежной среде» приняли участие более 70 специалистов из разных уголков страны. Доклады были посвящены организации межнационального общения в библиотеке, практике межкультурной коммуникации, реализации этнокультурных проектов, формам продвижения национальных литератур и сотрудничества с национально-культурными объединениями. Библиотеки большие молодцы, это мое личное мнение, потому что делается огромная работа на всей территории страны, начиная от Югры и заканчивая югом страны. Ведут, конечно, все это нацелено, вся работа секций и библиотек, выступающих сегодня на секции, направлена на сохранение культурного наследия, сохранение языка, обслуживание межкультурного населения. И, естественно, услышали мы сегодня много позитивного, хорошего, положительного опыта. Результаты проекта показали, что разнообразие форм работы по сохранению культурного и языкового многообразия притягивает пользователей, особенно молодежь, а деятельность библиотек в поликультурной среде имеет миротворческий потенциал и способствует национальной стабильности в регионах. В Чувашию во второй раз приехал Санкт-Петербургский культурный форум, в ходе которого были обсуждены перспективы развития литературы, ближайшее будущее библиотек и взаимодействие с посетителями. Есть интернет, есть новые технологии, и они еще появляются, эти новые технологии. И поэтому библиотека должна сохранить и свое место, и свою роль, и свои ресурсы для того, чтобы помогать людям, да, в их жизни, в обычной жизнедеятельности. А это очень сложно. Библиотека должна искать новые формы продвижения своих услуг, своих форм работы. Очень важно сегодня всем научиться очень быстро освоить эти технологии и сделать жизнь людей очень удобной. А для библиотек это архиважно – довести информацию в очень удобном, быстром, оперативном режиме и сделать жизнь людей очень такой вот простой и удобной. Для пользователей системами автоматизации библиотек Ирбис-64 был организован специальный семинар, в котором приняли участие исполнительный директор Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий Борис Маршак и главный программист ассоциации Александр Бродовский. В рамках марафона событий к 150-летию библиотеки в галерее «Серебряный век» развернулась художественная выставка «Живописная библиотека в 3D». Она включила 33 работы участников майского пленэра. Авторов лучших работ наградили памятными дипломами и подарками. В экспозиции демонстрировал видеоролик, включающий 3D-модель Национальной библиотеки Чувашии. В Национальной библиотеке немалое внимание уделяется краеведческому делу. Курирует краеведение в чувашских библиотеках старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки Надежда Балацкая. Надежда Михайловна стала модератором секции краеведения в современных библиотеках, в котором приняли участие более 50 специалистов. Отдел национальной и краеведческой литературы Национальной библиотеки Чувашии очень здорово занимается республикой в целом. То есть помогает, учит, находит хорошее в краеведческой работе библиотек Чувашии, знает про каждую, помнит про каждую, работает с каждой. Я желаю успеха коллегам и очень высоко ценю, и я, и все наше сообщество краеведческое, мы очень высоко ценим вклад Чувашии вот в это наше краеведческое направление профессиональное. Алексей Айги – специальный гость юбилейных мероприятий. Как он сам отметил, я приехал в Чебоксары по приглашению Национальной библиотеки. Его концерт – это кульминация межрегионального культурного форума «Библиотека в пространстве межкультурной коммуникации» и итоговое мероприятие проекта библиотеки Геннадия Айги «Разговор на расстоянии».
Алексей Айги и музыканты его группы 433 несколько раз были в Национальной библиотеке Чувашии, давали здесь концерты, посещали зал Геннадия Айги и сумели выбрать в своем плотном графике время для своеобразного поздравления и библиотеки, и города, и республики с праздником. Спасибо большое, не болейте, пейте воду, слушайте алкоголь, да, в общем. Надеемся на скорую снова встречу. Спасибо вам большое. В рамках Чебоксарского экономического форума в библиотеке был организован межрегиональный круглый стол «Цифровая трансформация культуры». Темой обсуждения стала деятельность библиотек, музеев и архивов в условиях глобальной цифровизации. Спикер Национальной библиотеки рассказал о подготовке стратегии цифрового развития учреждения. Специалисты Национального музея поделились секретами проведения гибридных мероприятий. Происходит трансформация социальной памяти человечества, не только учреждений культуры. То есть мы движемся в сторону коллективного интеллекта на основе электронных технологий, на основе интернета. И в этом смысле институты социальной памяти, архивы, библиотеки, музеи попадают в не очень комфортную для себя среду. На протяжении долгого времени они были монополистами в области информации. Путь неплодотворный и опасный состоит в том, чтобы замкнуться в рамках своих учреждений и трансформировать только их. На мой взгляд, нужно участвовать в решении более общих задач трансформации социальной памяти, в частности, Чувашской республики. Завершением межрегионального культурного форума стали поэтические чтения «Поэзия на Волге», которые проводятся в рамках фестиваля многонациональной поэзии «Радуга над Волгой». Цель фестиваля – укрепление межнационального взаимодействия, сохранение и взаимопонимание национальных культур народов, проживающих в России. В этом году в фестивале приняли участие поэты и поэты-переводчики из республик Марий Эл, Татарстан, Мордовия, Чувашия, городов Санкт-Петербург и Ульяновск. Я буду петь, когда заглохнет звук. Дышать хочу, когда отравят воздух, а после просто в голос закричу и устраню все то, что гасит мое солнце. На Московской набережной также выступили участники проекта «Театр искусств», автором которого является Инна Бритвина. Поэты читали стихи, играли профессиональные музыканты, а художники писали картины по ассоциациям. Завершающим мероприятием стал поэзоконцерт «Пушкин Суперстар». За многолетнее существование фестиваль способствовал установлению новых контактов, партнерских связей, расширил кругозор в области литературы и культуры народов, проживающих на территории России. Вместе с фестивалем завершилась работа межрегионального культурного форума «Библиотека в пространстве межкультурной коммуникации». Программу трехдневного форума составили 13 мероприятий, 46 выступлений и 17 стендовых докладов. Участниками масштабного события этого года стали 1600 специалистов из 42 регионов России и Республики Казахстан. Среди них представители государственной власти, деятели культуры Чувашии и других регионов. А благодаря трансляции мероприятий в прямом эфире на YouTube к форуму смогли присоединиться еще 1050 человек. Национальная библиотека идет в ногу со временем. Это многофункциональное учреждение, для которого одинаково важна работа в сфере информации, сохранения книжного наследия, просветительства. Здесь работают настоящие профессионалы, инициативные, преданные своему делу. И благодаря их труду библиотека все эти годы остается центром притяжения для разной аудитории. Листая страницы ее истории, можно смело сказать, что Национальная библиотека Чувашской республики всегда играла значительную роль в формировании культуры чтения. И уверены, что еще долгие годы она останется местом, где зарождается настоящее и искреннее чувство любви к книге.